Башкортостане около 570 тысяч объектов, на которые не зарегистрированы права. Каким образом будут искать владельцев и почему это важно? Поговорим об этом прямо сейчас в программе интервью вместе с заместителем руководителя управления Росреестра по Республике Башкортостан Маратом Мирзаяновым. Марат Фаясович, здравствуйте. Здравствуйте. 570 тысяч объектов, на которые нету прав, да? То есть они без владельцев. Насколько это большой объем от общего количества и какие действия вы предпринимаете, чтобы найти, установить права? Ну да, действительно, 29 июня этого года вступил федеральный закон, который позволяет органам местного самоуправления выявлять правообладателей. То есть как бы правообладатели они есть, просто мы о них не знаем, да, будем так говорить. Вот сейчас как раз проводится работа по выявлению этих правообладателей и внесению сведений о них в ЕГРН, для того, чтобы все заинтересованные лица, в том числе там соседи, органы власти и так далее, знали, чья это собственность, кто правообладатель этого объекта недвижимости. Почему это важно проводить? Ну, для того, чтобы знать, кто собственник, кто владелец этих объектов недвижимости, и оперировать этой информацией там, в разных, так скажем, жизненных ситуациях. Ну, то есть, с одной стороны, это безопасность, да, а с другой стороны, это и наполняемость бюджета. Ну, в том числе, конечно, это и управление территорией, то есть принимать какие-то управленческие решения, сколько объектов недвижимости, кому они принадлежат, физическим, юридическим лицам и так далее. То есть это все важно в совокупности. Если каких-то сведений не достает, соответственно, и решения могут быть приняты не совсем правильные, допустим, для органов власти. Ну и, как я уже сказал, для других целей. В том числе самих правообладателей, они тоже заинтересованы, чтобы сведения о них были внесены. Каким образом это сделать, если вот человек, который знает, что о нем, ну, допустим, нет информации, да, что здесь для него, какие санкции могут быть, да, и что нужно, заявить о себе, или вот они вот могут предпочитать молчать? Ну, в принципе, санкций никаких нет. У нас действует заявительного характера право, то есть ваше право никто не зарегистрирует, даже в рамках вот этой работы органы местного самоуправления, если выявят вас как правообладателя ранее возникшего права, то оно не регистрируется, просто о нем сведения вносятся в ЕГРН. А сама регистрация права все равно требует подачи заявления от вас лично, от как правообладателя. Поэтому санкций здесь никаких нету. Единственное, как бы последствия есть, раз вас нету в реестре, ну и, соответственно, вас не уведомляют о чем-то и так далее. То есть какие-то вносят изменения или принимаются решения, соответственно, раз не знают конкретно вас как правообладателя, он в реестре не числится, соответственно, о вас забывают и могут, так скажем, немножко притеснить ваши права. То есть, по сути, собственники тоже заинтересованы. Марат Фаясович, Росреестр, у него очень обширные полномочия. Вот, в первую очередь, что бы отметили вы, да, чем занимается ведомство, и какие цели вот ставятся на следующий год, итоги этого года, у нас может быть? ведомство такое достаточно крупное, да, очень много задач. Хотел отметить, что в этом году мы уже 23 года как существуем, как служба, да, как федеральная служба с 2008 года существуем, да. И, соответственно, конечно, основная задача у Росреестра сегодня – это кадастровый учет и регистрация права, о чем мы сейчас говорили. Но вместе с тем есть еще функции по государственному земельному надзору, по контролю в сфере геодезии и картографии, за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих. В общем, такие еще дополнительные, так скажем, у нас функции тоже имеются. Регистрация объектов недвижимости, насколько сегодня цифра превалирует? Ну, сегодня в реестре у нас более 4,5 тысяч объектов, 4,5 миллионов объектов недвижимости и более 6 миллионов прав записей в республике. Насколько чаще регистрируются теперь с помощью цифровых технологий, электронным способом? Ну, с каждым годом эта цифра у нас увеличивается. Уже, можно сказать смело, что половина обращений к нам уже приходит в электронном виде, через портал Росреестра, через личный кабинет, или через определенные сервисы всяких там организаций, допустим, банков или застройщиков. Вот. Ну, конечно же, и в бумажном виде люди обращаются в бумажном виде в основном через МФЦ, у нас сеть разветвленная, поэтому примерно такой порядок обращения. Разъясните, пожалуйста, каким образом могут жители Башкортостана узнать, какие документы необходимы для регистрации той или иной сделки, как вы информируете граждан? Ну, смотрите, вариантов очень много, то есть жизненных ситуаций тоже очень много, они всегда отличаются, поэтому рекомендую в первую очередь воспользоваться сервисом на сайте Росреестра, называется «Жизненные ситуации».
Он позволяет как бы выбрать определенные, то есть какая ваша ситуация, там оформление сделки или там наследство или еще что-то, да, и, соответственно, исходя из ваших ответов определенных, будет готовиться рекомендации, какие документы нужно подготовить, чтобы и какие заявления нужно подать, чтобы зарегистрировать, соответственно, право определенное. То есть там в зависимости. Также можно обратиться в ведомственный центр телефонного обслуживания, у нас есть так называемый ВЦТО, номер 8 800 100 34 34. Вот такой простой номер, тоже можно, он круглосуточно Давайте работает. еще раз повторим. 8 800 100 34 34. Есть еще у нас онлайн-чат, так называемый, да, если он в рабочее время работает у нас на сайте zkprb.ru. Есть в онлайн-режиме можно со специалистом переписываться, как в чате, да, в обычном. Ну и, соответственно, там порядка 12 тем выбираете и со специалистом можете задать вопросы и по пакету документов, может быть, еще какие-то другие вопросы, пожалуйста, можно обращаться и дадут ответ. Чаще всего по каким вопросам обращаются? Ну, чаще всего граждан интересует все-таки, когда они уже подали, на какой стадии, где их документы, когда они их получат и так далее. То есть это основной вопрос обычно бывает. В случае, если есть какие-то проблемы с документами и так далее, то, соответственно, пытаются получить еще устное разъяснение о причинах приостановления, допустим, каких-то обращений. Это самое основное, так скажем, что тематика обращений, поступающих к нам. Марат Фаисович, есть еще такая услуга, выписка из реестра недвижимости, да? Каким образом сейчас работаете в этом направлении? Ну, тут у нас достаточно большая работа уже Росреестром проведена, у нас объединено же все в один огромный реестр страны, то есть раньше он был в пределах Республики Башкортостан только велся, с прошлого года, соответственно, это теперь единый реестр на всю страну. И это позволяет, во-первых, и подавать заявления, и запрашивать сведения обо всех объектах недвижимости в Российской Федерации. Ну и, соответственно, подавать заявления, неважно, где находится объект, кстати, то есть не в республике, можно в Петербурге, в Казани подать заявление здесь, и регистрация будет там происходить. Влияет ли это на стоимость услуги? Не влияет. То есть это экстерриториальный способ, в любой удобный офис МФЦ можно обратиться и, пожалуйста, регистрация в любой точке Российской Федерации. Но это достаточно новая услуга, а видите ли вы отклик, пользуется ли она востребованностью? Да, она пользуется, ну, то есть с каждым днем нарастает, соответственно, эта услуга, то есть гражданам не надо уже переезжать, чтобы совершить сделку, они могут ее сделать удаленно с помощью там тех же самых банков в электронном виде, это все сегодня достаточно в реальности происходит и достаточно уже много, с каждым днем все больше и больше. Вот. А по поводу предоставления все-таки это да, то есть как бы основная задача наша регистрация, но для того, чтобы подтверждать, соответственно, право, да, все, так скажем, заинтересованные лица, это и граждане, и физические лица, застройщики, банки, суды, правоохранительные органы власти, они все у нас запрашивают сведения, и, соответственно, мы их предоставляем. Гражданам мы рекомендуем обращаться либо через личный кабинет Росреестра, запрашивать сведения, либо через портал госуслуг. В случае, если вот с такими способами они обращаются, то выписку в электронном виде они могут получить в течение буквально 15-20 минут. Ой, ну это очень сжатые сроки. Соответственно, ну, она, по сути, сейчас вот после централизации это происходит в автоматизированном режиме. И, соответственно, понятно, что срок вот такой можно уже выдерживать, да, часами там в течение часа, условно говоря, предоставить. Раньше, конечно, это занимало несколько дней. Вот, сегодня это уже гораздо проще. Какие еще новшества предполагаются, да, которые облегчат вот именно документооборот? Ну, да, у нас служба настроена на переход все-таки на цифровизацию, да, все-таки большую часть заявлений предполагается в дальнейшем получать уже в электронном виде. Для этого, разумеется, и законодательство сегодня меняется очень хорошо. Большими, так скажем, шагами мы идем в этом направлении, чтобы у граждан, во-первых, была возможность, во-вторых, не было достаточно больших, так скажем, требований для этого, да. И как бы тут такая грань, и чтобы еще мошенничества никакого тоже не было, то есть чтобы еще и защитить граждан. Поэтому законодательство меняется. Сейчас, если, допустим, у вас право возникает на основании актов органов местного самоуправления, допустим, там, либо сделку, то есть вы договор купли-продажи совершили там с сельсоветом или с районом, или с городом, либо на основании постановления возникает у вас право, то у органов власти есть обязанность сегодня в электронном виде подавать заявление за вас на регистрацию. Ну, соответственно, как бы вам ходить никуда не нужно, это у вас бесплатно, орган власти сам с нами в электронном виде взаимодействует. Если вы обращаетесь к нотариусу, такая же история, то есть нотариус к нам подает, соответственно,
мы в электронном виде, причем еще и в сокращенные сроки рассматриваем. То есть, когда нам в электронном виде подают, у нас 1-2 дня, если нотариус, допустим, 1 день. Если ипотека, сегодня у нас специальный проект действует, ипотека за 24 часа, тоже за 1 день регистрации. То есть, все ускоряем в части вот именно цифровизации. А в случае, если подается заявление через МФЦ, граждане должны понимать, во-первых, срок, пока бумажный документ поступит, пока его оцифруют, пока он потом только будут рассматривать, да, и, соответственно, вот у нас есть еще 2 дня на логистику, пока МФЦ нам привезет, пока мы в МФЦ отправим, да, то есть вот 2 дня еще прибавляется. Сейчас граждан запрос растет, все хотят еще быстрее, соответственно, стараемся в ногу со временем идти. Вы сказали, что предпринимаются действия для защиты документооборота. Вот сколько ступеней существует этой защиты, да, и как достигается вот именно противодействие мошенникам? В основном тут какая может быть опасность, да, будем так говорить, электронные сделки, они все совершается с помощью электронной цифровой подписи. То есть вы подписываете на самом деле на компьютере документ определенный, его подписывает другая сторона тоже. И, соответственно, это уже электронный документ, можно его сдавать в электронном виде и так далее. То есть вот такая, так скажем, следствие, да. И самый узкий момент – это сама электронная цифровая подпись. Поэтому тут зависит от правообладателей, как они к ней относятся, к этой электронной цифровой подписи. По сути, это, условно говоря, пин-код от банковской карточки, где зарплата лежит, да, то есть вы же его никому не говорите, вы его знаете, вот как бы бережно относитесь к этой информации. То же самое с электронной цифровой подписью. Чтобы ее получить, соответственно, тоже определенные действия нужно произвести, в удостоверяющий центр обратиться и так далее. То есть это удаленно не получишь ее. И, соответственно, для того, чтобы подавать, существуют, так скажем, третьи лица, да, это в виде банков, то есть некие гарантирующие организации, которые обеспечивают как раз безопасность этой сделки. Допустим, вот на примере Сбербанка вы берете ипотеку, у кого-то покупаете квартиру, и вот вдвоем вы, покупатель-продавец, подписываете в Сбербанке в электронном виде, выпускаете себе ИЦП и подписываете этот договор в электронном виде. То есть они обеспечивают безопасность самой сделки. Спасибо большое, Марат Фаясович. Это была программа «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем был Марат Мирзаянов, заместитель руководителя управления Росреестра по Республике Башкортостан. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.